Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 24 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Малый бизнес начинает активно мотивировать жителей Якутска получить вакцину от ковид. Первыми преуспели рестораторы. Научный прорыв готовит Северо-Восточный федеральный университет в области медицины. Там разработали искусственную кожу. И еще один крупный научный проект готовят якутские ученые. Криохранилище семян может появиться в вечной мерзлоте. Стартовала приемная кампания в алданских СУЗах. Какие специальности и профессии пользуются спросом у молодежи? В Нерюнгри прошла встреча выпускников, окончивших школу с отличием и претендующих на медаль. Еще 93 человека заболели коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает Оперштаб, в том числе 54 в Якутске. По 6 заболевших обнаружили в Вилюйском и Мирнинском районах, по 4 в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском и Алданском, по 3 в Усть-Алданском и Эвено-Бытантайском районах, по 2 в Ангинском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском улусах. Также один случай зафиксирован в Намском районе. За сутки лаборатории республики провели более 2700 исследований на ковид. Необходимо обратить внимание, что ближайшие Сехаланхо, которые проводятся в Алекминском районе, проводятся строгим соблюдением санитарных правил, утвержденных Организационным комитетом и, соответственно, Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия. Невакцинированные граждане или граждане, не имеющие трехдневный ПЦР, на отсутствие новой коронавирусной инфекции к участию, к организации мероприятия не допускаются. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость вакцинирования, которое сегодня является единственным способом защиты. Малый бизнес начинает активно мотивировать жителей Якутска получить прививку от COVID-19. Первыми в этой области преуспели рестораны. С инициативой выступила председатель Ассоциации рестораторов и ательеров Татьяна Тымырова. В одном из заведений города гости уже могут получить литр лимонада в подарок. Для этого нужно предъявить паспорт. Именно по нему можно проверить наличие прививки через госуслуги, распечатанную справку или электронный сертификат на мобильном телефоне. Вчера нас посетили уже 36 человек, то есть отзыв получился, СМИ донесла информацию, соответственно, гости этой акции пользуются, ну и мы поддерживаем эту акцию только для наших гостей, в принципе, да, что это безопасно, что нас посещают, и также, конечно, мы заботимся о наших сотрудниках. Пассажиров, сломавшегося на реке Лени теплохода «Полесье», который следовал из столицы в Алекминск, пересадили на судно «Ракета». Оно прибыло в Якутск из поселка Сангар днем, после чего его направили на выдворение 45 пассажиров. Напомним, находящиеся на борту участники мероприятия национального праздника Сехолонхо, который пройдет 26 и 27 июня в Алекминске. Среди них оказались 18 сотрудников нашей компании, отвечающие за организацию прямой трансляции с места празднования. По словам владельца «Полесья», экипаж обнаружил нарушения в работе муфты судна. Всему виной стала жаркая погода. В Сунтарском районе ликвидировано 2 лесных пожара. По информации Минэкологии Якутии, всего на территории лесного фонда потушили 3 лесных пожара. В Сунтарском улусе 2 и 1 в Намском районе. На территории Сунтарского района в настоящее время продолжают тушить 6 возгораний. Сегодня обнаружены дополнительно 2 термоточки в 42 километрах от Нахаринского наслега и в 17 километрах от села Хордогой. Угрозы населенным пунктам нет. Также имеется возгорание на территории Кемпиндяйского наслега. Борются с огнем более 200 лесопожарных Минэкологии, 209 мобилизованных человек и 2 работника МЧС. Привлечены более 20 единиц техники. Позавчера, 22 июня, на территории Кутанинского наслега под влиянием северо-восточных ветров прорвалась северная кромка лесного пожара номер 11, которая действовала на территории Харинского наслега. И в результате верхового возгорания лесной пожар двинулся в сторону населенных пунктов. Это Кутанинский наслег и участок Тумол.
В результате совместных действий всех участников оперативного штаба предприняты меры по приостановлению горения по кромкам лесного пожара и взят под контроль. На сегодняшний день выполняется окарауливание и угрозы населенному пункту нет. К другим темам. Подготовка к реконструкции подъездной дороги от трассы Умнас до моста через реку Лену продолжается. Документация по реконструкции 2 улиц в Табаге находится на проверке в Управлении госэкспертизы Якутии. С 2019 года по заказу специализированного Петербургского института группа компаний «Талакан» принимала участие в оценке перспектив объема транспортных потоков через мост. Спецтехника компании участвовала в рекультивации свалки мусора в районе строительства моста. При этом в производственном процесс привлекают только местные кадры. Напомним, в настоящее время строительство Ленского моста находится на стадии реализации. Здоровый диалог ради устойчивого развития начал свою работу 8-й конгресс местных и региональных властей Евразии. Он пройдет в Якутске до 26 июня. Мероприятие объединило вокруг себя представителей местных и региональных властей, руководителей крупных международных организаций и ассоциаций местного самоуправления, представителей бизнеса и гражданского сообщества. Планируется обсуждение общественного здоровья и системы здравоохранения, борьбы с изменением климата, управления отходами и сохранения культуры и нематериального наследия. По итогам Конгресса примут ряд решений и резолюций, которые в последующем распространят на другие регионы и страны. Мы надеемся, что выработанные подходы и наши эффективные проекты могут быть масштабированы в северных, арктических регионах, где исходные условия сопоставимы с нашими. Мы готовы и надеемся на самое широкое сотрудничество в рамках Организации городов и местных властей, его Евразийского регионального отделения, а также в рамках деятельности глобальных организаций, включая и Всемирную организацию здравоохранения ООН. Уважаемые коллеги, друзья, желаю всем участникам Конгресса плодотворной работы. Уверен, что наша с вами сплоченность позволит нам достигнуть успехов во всех начинаниях. В СВФО рассматривают полилактит как основу для материала при пересадке кожи. В настоящее время разрабатываются матрицы для дермальных эквивалентов. Исследования проводятся совместно с Институтом естественных наук и Мединститутом. О редких свойствах этого материала и о будущем научном прорыве в сюжете Виктории Федоровой. Нина Тимофеева – аспирант Северо-Восточного федерального университета. Девушку со школьной скамьи привлекал предмет химии, а поступив в Томский политехнический университет, Нина начала проявлять интерес к исследовательской деятельности. И вот уже с 2019 года она в мире науки. В прошлом году Нина выиграла грант «Умник» Фонда содействия инновациям. Вместе со своей командой они разработали уникальный материал, с помощью которого можно будет пересаживать клетки на пораженных участках кожи. Проще говоря, такие пленки, куда насаживаются клетки кожи человека для дальнейшего помещения на пораженные участки кожи. Например, это могут быть ожоговые раны, да, какие-либо другие косметические рубцы, которые нужно устранить. Ну, то есть больше идет такой вот косметический эффект для того, чтобы не было вот рубцов, шрамов при заживлении. Закупают расходный материал из США, а обработкой занимаются в Арктическом инновационном центре. По словам Нины, материал создается из полимера молочной кислоты, что делает его биоразлагаемым продуктом. Именно за счет кислоты он и растворяется в человеческом организме. Да, абсолютно прозрачный, гибкий материал, который также можно легко разрезать ножницами. Да, это было основное требование, пожелание наших медиков, которые будут в дальнейшем использовать данную разработку. И по истечении, допустим, 2 дней полилактит полностью меняет окраску в культуральной среде. То есть он становится белым, матовым, да, прозрачность и гладкость его исчезает. То есть начинаются процессы биоразложения материала. Чтобы разложиться в живом организме, полилактиду требуется от 6 до 18 месяцев в среднем. И главное, что этот материал не вызывает никаких аллергических реакций, а также не требует повторного нанесения подложки, благодаря чему ткани заживают без каких-либо рубцов и шрамов. Буквально на днях на базе медицинского института начались исследования термальных эквивалентов на лабораторных крысах. Таким образом, молодые ученые проверяют биосовместимость и биоразложение полилактида, а также его неизученные свойства. Да, то есть мы будем сравнивать характеристики, показатели наших дермальных эквивалентов с фибробластами и без фибробластов, то есть как они работают в организме.
До этого полилактит в головном вузе республики никто не изучал. После многочисленных лабораторных испытаний предстоят доклинические и клинические исследования. Затем уже официальная договоренность с медицинскими организациями о применении уникального материала во врачебной практике. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. В год науки Всероссийский институт генетических ресурсов растений и якутские ученые возобновили сотрудничество. Главным поводом для совместной работы может послужить новый проект по строительству уникального криохранилища в толще вечной мерзлоты на 1 миллион семян. Проект нового хранилища уже есть. Ориентировочная стоимость его строительства якутские ученые оценили в 200 миллионов рублей. Для чего это нужно и почему основной площадкой может быть только Якутия, разбиралась Ульяна Шагина. В Якутии уже есть подобное криохранилище более меньших масштабов, построенное на базе старого хранилища 8 лет назад. Главная задача таких криохранилищ – обеспечить генофонд растений для человечества в случае природных катастроф. Здесь под толстым слоем вечной мерзлоты в самом надежном и нетронутом виде хранятся семена различных культур 40-летней давности. Соя, горох, фасоль – это те семена, которые хранятся здесь в подземелье с далекого 1976 года по совместному проекту Якутии и Всероссийского Вавиловского института. Коллекция шахты – это 10 тысяч семян культурных растений, в основном бобовых, в герметичных стеклянных бутылках. Для Вавиловского института тогда это был экспериментальный проект. Советские ученые хотели знать, сохранит ли вечная мерзлота семена так, чтобы их можно было использовать и в далеком будущем. Как оказалось, вполне реально. Пролежав семена 30 с лишним лет, испытали на схожесть семена, и они показали больше 95-98% схожесть вот такая семян. То есть что сделано? Найдено совершенно уникальное технологическое решение, которое использует природный холод в зимний период, концентрирует его. И у нас с вами вот потребности электроэнергии это примерно около 4000 рублей в год. Я не оговорился. С якутской шахтой, по мнению ученых, не может конкурировать и мировое криохранилище на Шпицберге, где из-за деградации вечной мерзлоты и таяния ледников уже регистрируются протечки. В Якутии же такого не случится, уверяют ученые. Мерзлые толщи якутской земли – это вечная экологичная система, не подверженная никаким катаклизмам. Эффект вот этого криохранилища, главный эффект заключается в том, что он энергонезависимый. Используется дармовой холод, который достаточно в Якутии. А в зимний период происходит хладозарядка вот этого криохранилища за счет системы трубопроводов, которые сделали наши ученые и мерзлотоведы. Вот. И благодаря, значит, использованию вот этого холода постоянно поддерживается температура минус 8 градусов. Этим и уникальное якутское хранилище, способное обеспечить круглогодичным естественным холодом столь масштабный стратегический объект, чего не могут себе позволить другие страны. Если все получится, Вавиловский институт может стать основным поставщиком своих уникальных семян, где более 20% сортов уже исчезнувшие. Ульяна Шагина, Джулс Накентьев, Якутск. Идем далее. В ряде центральных районов Якутии этим летом рекомендуют не выезжать на сборы диких ягод из-за ряда ограничений. Например, в Амгинском районе из-за пандемии рекомендовано отказаться от сбора дикой земляники. Также из-за нашествия сибирского шелкопряда лесничество 2 районов, Намского и Хангаласского, просят жителей и гостей на этой территории не собирать ягоды и грибы. Такая же ситуация и в Якутске, где активно идет химическая обработка очагов вредителя. Но, несмотря на все это, специалисты предрекают неурожайный сезон. Связано это в первую очередь с погодой. От засухи сейчас страдает в основном вот это центральный район. Заречные улусы, это Чурапча, Мявино-Хангаласский улус, Татинский улус, Усалтанский. Вот поэтому я думаю, что в этом году урожай, да, дикороса будет существенно меньше, чем в прошлом году. Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профобразования Виктор Неумывакин приехал с рабочим визитом в Якутск. Основная цель – участие в заседании рабочей группы комиссии Госсовета по образованию. Также директор департамента посетил Якутский колледж связи и энергетики, где ему показали мастерские, а также провели встречу с молодыми преподавателями. Виктор Неумывакин отметил, что сейчас сфера профобразования переживает период бурного роста. Если посмотреть на количество поступающих по всей стране,
стране, то 60% выпускников после окончания 9 класса идут в колледж. За несколько лет количество поступающих увеличилось с 900 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Престиж среднего профессионального образования очень серьезно вырос. И понятное дело, что это не только наше достижение, но это налагает на нас определенные обязательства. Когда ребята выбрали этот уровень образования, то, закончив учиться по программам среднего профобразования, они должны быть успешными, они должны быть трудоустроенными, они должны получать зарплату. И от нас, управленцев, от нас, работников системы среднего профобразования, требуется, чтобы их учеба была очень эффективной, очень нужной экономике. Паспорт, заявление и анкета, медицинская справка и аттестат. Эти документы входят в обязательный пакет абитуриента. Приемная кампания в алданских СУЗах стартовала, и первые потенциальные студенты явились в комиссии. Какие специальности и профессии пользуются спросом у молодежи, узнала Татьяна Вахнина. В приемную комиссию Алданского политехнического техникума Лиза пришла вместе с бабушкой. С заполнением анкеты на компьютере девочка справляется без проблем. Бабушка оказывает в большей степени моральную поддержку. Будущую профессию Лиза связывает с энергетической отраслью, и сейчас она подает документы на поступление в техникум. Она выбрала там, где по энергетике. Потому что посоветовались, у нас знакомые есть, которые учились здесь. Ну, мне сын тут учился, конечно, 1, 2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, горные работы, сварочные технологии, электромонтаж. В техникуме ежегодно набор ведется на 1,5 десятка профессий. В этом году выбор для абитуриентов расширился. К имеющимся специальностям добавились новые направления. Они открылись с учетом востребованности кадров. Это связано с теми перспективными программами, которые реализуются на территории нашей республики и непосредственно на территории Алданского района. В политехникуме набор студентов на 2021-2022 учебный год станет массовым. Ожидается, что в сентябре в аудитории придут порядка 270 первокурсников. Это количество в 1,5 раза превышает наборы предыдущих лет. Масштабный прием планируется и в Алданском медицинском колледже. Осенью белые халаты наденут 260 будущих медиков. Помимо 3 традиционных направлений, в медколледже открылись новые специальности. Но традиционно мы также принимаем лечебное, акушерское, сестринское. Обновилось у нас то, что мы вели прием на базе 9 только медсестер. В этом году мы принимаем еще и акушеров. И очень отрадно, что в этом году мы открыли новые специальности 2. Это медицинский массаж и технологии эстетических услуг. В медицинском колледже прием документов продолжится до 10 августа. Затем абитуриентов ожидает, пожалуй, наиболее серьезное испытание на профессиональную пригодность. Будущим медикам предстоит пройти специальное тестирование. Отсев некоторого процента поступающих происходит как раз на этом этапе. Немного, но есть. И баллы неплохие, а вот оказывается, психологически человек не готов к получению данной специальности. У кого-то идет именно высокий уровень агрессивности, у кого-то неприятие, например, чужого, горя, боли. Прием документов в алданских СУЗах ведется как лично, так и дистанционно. Приходя в учебное заведение, многие ребята и девчонки заполняют заявления и анкеты под руководством членов приемной комиссии. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. А в Нерюнгри прошла торжественная встреча выпускников, окончивших школу с отличием и претендующих на медаль за особые успехи в учении. Все подробности мероприятия у Ирины Кичигиной. За достигнутые успехи в обучении памятные подарки от главы Нерюнгринского района получили 44 выпускника школ. Это самые лучшие, самые способные учащиеся, которые на протяжении всего периода обучения показали высокий уровень знаний, умений и навыков по всем предметам. Учащиеся, которые ежегодно защищали честь школы и района на предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Вы знаете, я чувствую, что здесь есть элита. Элита не только нашего района, но я уверен, что и будущая элита нашей страны. Потому что образование в нашем районе по-настоящему фундаментальное и крепкое. И вы это поймете, когда поедете поступать в вузы. Ну а мое желание и пожелание вам, ни в коем случае не бояться никаких трудностей.
брать на себя самые, значит, знаете, вот, самые необычные вызовы, берите на себя смело. У вас для этого все есть. На награждение были приглашены выпускники и их родители, которые получили благодарственные письма за хорошее воспитание своих детей. Слова благодарности от виновников торжества прозвучали в адрес директоров, классных руководителей и учителей. Ведь это те люди, на чьих плечах лежит ответственность за каждого ученика. Успехи выпускников – это результат их работы. Большое спасибо хочу сказать нашим педагогам, вашим учителям, вашим классным руководителям, директорам, которые 11 лет вместе с вами ходили в школу, давали вам знания. Да, были взлеты, были падения, но всегда находились добрые слова как со стороны педагогов, так и со стороны вас для поддержания друг друга. Позади остались школьные годы учебы. Теперь перед выпускниками стоит непростая задача – завершить успешно сдачу государственной итоговой аттестации, сдать свой первый экзамен на взрослость. Мы гордимся этими ребятами и надеемся, что они внесут свой вклад в дальнейшее развитие и процветание Нерюнгринского района и всей республики. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. В Национальном художественном музее Якутии Третьяковская галерея представит 50 шедевров искусства. Выставка откроется в следующем году и посвятят ее столетию якутской автономии. Сегодня делегация из Москвы во главе с главным хранителем Третьяковки Татьяной Городковой на встрече с главой республики Айсеном Николаевым представила концепцию выставки. По словам гостей, представят шедевры русской живописи и скульптуры. Это будут работы 19 и первой половины 20 века, включая произведения известных русских художников Шишкина, Репина, Ивазовского, Перова и других. Жители Якутии смогут увидеть шедевры искусства в Национальном художественном музее. Произведения искусства, полученные в дар от художников и коллекционеров, теперь находятся также в Национальном художественном музее. Декоративно-прикладное творчество, картины, скульптуры, собранные за последние 5 лет. Кропотливая работа хранителей музея искусствоведов. Экспозиция представит работы различных видов творчества в широком временном диапазоне. От скульптуры 1970-х годов до произведений современных художников с разных частей света. Выставка с научным взглядом на искусство от Национального художественного музея открыта для жителей и гостей Якутска с 24 июня по 15 августа. Выставка уникальна тем, что она состоит полностью из даров и передач, как от авторов, художников, их родных или через РосИЗО. Все произведения достаточно самобытные, яркие, но, я думаю, задают особый тон. Все-таки эта графика передана через РосИЗО и скульптура Семена Прокопьева. Я думаю, это то, что вот именно создает такую динамику и такой своеобразный ритм всей выставки. И я думаю, жителям и гостям столицы эта выставка понравится и никого не оставит равнодушным. Подвели итоги конкурса на предоставление субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Общая сумма составила 30 миллионов рублей. Конкурсная комиссия рассмотрела 16 проектов по 8 направлениям. Проекты представлены известными режиссерами Дмитрием Давыдовым, Степаном Бурнашовым, Михаилом Лукачевским, Эдуардом Новиковым, Алексеем Романовым. Также молодыми кинематографистами Никандром Федоровым, Николаем Туди, Дианой Худаевой, Дмитрием Кольцовым и другими. Режиссеры презентовали проекты картин разных жанров, от фантастики до классических мелодрам, а также будущие мультфильмы на основе якутских сказок. Всего на конкурсный отбор поступила 21 заявка. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше – получите вакцину. Всего доброго и до свидания.